Демек, достар, девам етеміз мультфильмден сона яқшы әдетлерге көре студиямызда мұсафырлеріні қаршылайық ве бүгінгі күнде істесіна олмады. Бүгін, сағылы достар, халқара студентлер күні ве әлбетеке шу жүмледен біз әлбетеке студентлігінің актуал мевзулары да ақындалла ферсетмеге істейміз. Яғни, насылдыр бір йонелішлері популяр, насылдыр бір кележек елда зинатыны сечмек ве насылдыр бір университетке кірмектір. Tamam, bu sualler pek aktual, hususan şimdi mektepni bitirgen insanlar için, mektep talebeleri için. Çünkü tamam şimdi yanvar ayında onlar YG devlet imtihanına hazırlıklarını koruyorlar. Şu cümleden bu stüdyamızda Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nin vekillerini karşıladık ve bizim seyircilerimizin rahatsızlanan bütün suallerge cevap kıdıracağımız. Келіңіз енді біздің мұсафірлерімізден таныш олайық. Сайғылы достар, біздің студиямызда Кырым Mühendislik ve Pedagogika Üniversitesi'nin бірінші проректоры, рухият илімлері докторы ве рухият кафедрасының доценті Анжелика Лучинкина, Кырым Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nin қабыл ету комиссиясының баш катибы Таир Ибрагимов ве тамам bu университетінің Али Оқув юртындан евелкі азырлав бөлігінің мудиры Наталья Леонтьева. Салям алейкум, здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Рада вас приветствовать в гостях. Как мы уже сказали нашим телезрителям, в День студента особо актуально, конечно, поговорить и о вопросах, которые интересуют не только студентов, а и абитуриентов, которые уже в скором времени откроют для себя этот удивительный мир. Это важно и для родителей их. И смотря в будущее, хочется, конечно, поговорить немножко об итогах 2018 года. Какие все-таки направления, какие профессии были самыми популярными в 2018 году? Но для начала я хочу поздравить нынешнее студенчество с замечательным студенческим праздником. Это действительно прекрасный молодежный праздник. И я очень хочу, чтобы нынешние абитуриенты тоже почувствовали сопричастность к этому празднику, потому что быть студентом – это, ребята, здорово. Вот, и вспоминая свою студенческую жизнь, это здорово, и сегодня сколько возможностей у студентов открывается, причем даже гораздо больше, чем было вот мое время, когда я была студенткой. А если уже подводить итоги приемной кампании 2018 года, нам итоги понравились, итоги радовали. Во-первых, мы полностью по всем направлениям подготовки закрыли контрольные цифры приема, и был большой конкурс на каждое направление подготовки. То есть у нас не было такого направления, где конкурс был бы маленький. Как минимум 3-4 человека на место было везде. Были конкурсы, допустим, психология, дефектология, направления подготовки, где журналистика, где доходило до 20 человек на место. На логопедии и до 30 человек на место. То есть на самом деле очень большой конкурс был. Но, честно говоря, вот здесь лучше даже не от меня получать информацию, а вести с полей. Таир Шукревич, Наталья Владимировна. Я хотел бы отметить, что да, очень большой конкурс был на психологию, на дефектологию, на логопедию. Но в этом году, в 2018 году, мы открыли новые специальности инженерные, и туда был конкурс. Почему? Рекламная кампания хорошо прошла, у вас мы выступали, тоже было это приглашение, и даже на инженерию был конкурс. А даже на инженерию. Вот, Таир Шукревич, я здесь, знаете, вот начну уже возражать. Потому что я-то говорю то, что вот ближе мне, поскольку сама психолог и выходец с кафедры психологии. А действительно, мы первый год ведем, открыли направление подготовки инженерные. Это машиностроение, это автомобилестроение, это техносферная безопасность, электромеханика и сварка. И я вам должна сказать, что очень серьезный конкурс был на эти направления подготовки. То есть мы набирали впервые инженеров. И вот очень хорошо это почувствовали, помимо того, что это заказ Крыма был на инженерные направления подготовки в Крыму, и сегодня действительно возрождаются предприятия, возрождаются заводы, инженеры, идет инвестирование, причем очень серьезное инвестирование в промышленность Крыма. То есть работа идет. И выяснилось, что
работа-то идет, а инженеров-то нет. Мы все эти годы только за счет нашего университета поддерживали предприятия, допустим, Симферопольские однозначно за счет наших студентов, выпускников поддерживали инженерные кадры Крыма. И выяснилось, что действительно нужны инженеры, не полупедагоги, полуинженеры, а инженеры чистые. И мы вот начали готовить. Нам сразу сделали заказ. Завод «Залив» Керчь прислал к нам 23 человека на обучение. К нам прислал «Фиолет», да? Мы работаем с пневматикой. То есть это те заводы, это крупные предприятия, которые сотрудничали с университетом сразу, потому что им нужны инженеры. Более того, завод «Фиолет» вообще прекрасно тех, кто его отправлял по целевому направлению, они договаривались о стипендии, о каком-то социальном пакете. Это проживание. Это было совершенно здорово, потому что предприятия стали беспокоиться об инженерии. И конкурс, действительно, был большой конкурс. Здесь вопрос даже не рекламы. Оказывается, не только правительство озаботилось, что нам нужны инженеры. Соскучились по инженерии, по точным наукам, по мужской работе, соскучились мальчишки. В семьях еще осталось понимание того, что мужчина – это все-таки не только наука, не только гуманитарий, он не только должен быть политологом, психологом, но он юристом, экономистом. Мужчина – это прежде всего умение что-то делать руками. Это интеллект плюс руки. И вот это инженерия. Знаете, и даже вот мы на сегодня же, да, будем об этом говорить, о трудоустройстве, наверное, тоже сегодня поговорим. Да, безусловно. Но вот эти направления подготовки оказались очень востребованными. На техносферную безопасность, по-моему, конкурс был на инженерию, да, человек 8-10 на место. Ну, потому что автомобилестроение по охране труда они необходимы на всей территории республики. Автомобилестроение у нас огромный конкурс был. Компьютерные технологии машиностроения, это такая востребованная отрасль оказалась. Электромеханика и сварка, это же уже, не понимаете, это не тот случай, как да, завод «Залив» у нас полностью заказал электромеханику и сварку. У нас на оставшиеся места, потому что они заключали с нами договоры, но очень проблемно, большие очень конкурсы оказались. Но это уже же не то, что он стоит со сварочным аппаратом. На сегодня это автоматизировано, это инженер, который программирует. То есть, прежде всего, это инженеры-программисты. Это очень серьезные специальности. Поэтому конкурсы большие. И, честно говоря, даже не знаю, кто еще выпускает такого уровня специалистов. Ну, мы единственные. Мы единственные, да. В этом направлении мы единственные. В этом пока. году была очень большая закуплена материальная база, очень много для именно инженерных специальностей. Это лаборатории, новые установки, даже есть установки Для инженерных для специальностей. инженерных специальностей, оборудование, которое в 2018 году выпускалось в Австрии. Даже вот такое оборудование новейшее мы выпускаем, и наши студенты Мы будут потратили обучаться на это там. 50 миллионов для того, чтобы обеспечить инженерные специальности необходимым оборудованием. Вот нужно отдать должное пониманию, видению проблемы инженерии правительства Республики Крым, потому что Сергей Валерьевич, Наталья Георгиевна, Ирина Валерьевна Кивико, они этот вопрос очень хорошо в отношении нас решили. Мы впервые закупили такое чудесное оборудование. То есть на сегодня, как говорят сами наши специалисты, инженеры, преподаватели инженерных направлений подготовки, но такое есть только в Бауманке. И у нас. Таирбей, не теряют ли актуальность направления педагогические, филологические, которые тоже являются актуальными для Республики Крым, конечно? Ну, конечно, педагогические специальности у нас всегда были востребованы и будут, я так думаю. У нас даже был случай, Наталья Георгиевна Гончарова обратилась к ректору нашему, что нужны 2 специалиста по начальному образованию. Да, причем на базу санатория с жильем. И мы не могли их найти на базу санатория с жильем предоставили, мы не могли найти, потому что у нас все студенты, магистранты, кто на бакалавриате учатся, все были уже трудоустроены. И у нас не было ни одного, чтобы мы могли предоставить. То есть эти специальности очень у нас актуальны, очень востребованы, и конкурс там тоже колоссальный, очень большой конкурс. Между прочим, это те, которые есть специальности востребованы. У нас еще новые открыты педагогические. Вот Да. об этом поподробнее. Какова тенденция уже 2019 года? Как вы считаете, вот в итоге 2018 уже подвели все-таки в 2019, что будет наиболее востребовано, и о новых специальностях? Да, почему студент должен, точнее, абитуриент должен выбрать именно КИПУ?
Хороший вопрос. Но вот на самом деле коллеги об этом уже говорили. Почему студент должен выбрать КИПУ? Во-первых, Крымский инженерно-педагогический университет – это калька с полуострова Крым. В национальном составе, по толерантности. Вот на самом деле мы, наверное, когда глава республики говорит о том, что национальная напряженность в этом году имеет самый низкий порог за все годы существования полуострова Крым, честно говоря, я понимаю и горжусь, что в этом и наше участие нашего университета, потому что ребята многих национальностей учатся именно в нашем университете. И вот те процессы общественно-политические, которые происходят в Крыму, они однозначно отражаются на университете. Если у нас мир и согласие, то мы говорим, да, мы градусник мира и согласия в Крыму. То есть вот это совершенно замечательно. Поэтому в этом плане, если мы хотим понимать и держать руку на пульсе общественно-политической жизни Крыма, то это Крымский инженерно-педагогический университет. Почему еще? Вот, Наталья Владимировна, извините, что я так по имени, да, у нас с археологами нашими, да, вот... Да, то есть направление подготовки история, где наши ребята занимаются археологическими раскопками, участвуют в больших количествах экспедиций. Тем более мы знаем, что на данный момент на территории Республики Крым в связи с строительными работами, то есть все больше и больше находят какие-либо исследования. И здесь, конечно, принимают участие именно наши студенты. Дворец Колга-Султана. То есть больше практической деятельности, конечно. Собственно, благодаря тем работам археологическим, которые проводил Эмиль Исаевич, заведующий кафедрой истории Крымского инженерно-педагогического университета, найден дворец Колга-Султана. На самом деле это очень здорово. И знаете, вы скажете, и может быть кто-то скажет, да, вот и в других университетах, и в других вузах тоже такое происходит. Да, наверное, происходит. Но вот та атмосфера, в которой работает Крымский инженерно-педагогический университет, это совершенно незаменимая, невоспроизводимая нигде атмосфера. Потому что это почти семейная атмосфера, потому что мы знаем, что мы строим свое будущее. Мы не живем в совокупности нескольких университетов. Мы работаем для себя, для своего Крыма, для своего будущего, для своей России. Понимаете? Это вот несколько другое направление. Вот Наталья Владимировна о истории сказала. Я недавно, у нас образован совет работодателей, я чуть позже о нем тоже скажу, и разговаривала с директором очень крупной юридической компании. Он говорит, я работал с вашими информатиками. Вы знаете, это очень сильные информатики. Я так хотел, чтобы вот такой-то парень работал у меня, но он уже ушел в московскую фирму. Да, кстати, этот парень всего лишь студент 3-го курса, а он уже работает в московской фирме, будучи на специальности прикладная информатика. Если сейчас рвут на части уже наших информатиков, 2-3 курса, я не говорю о том, что этот парень уже имеет массу достижений, международные олимпиады, и наши команды по прикладной информатике, они участвуют в международных конкурсах, причем очень успешно. Уже с 1-го курса. С 1-го курса. Это действительно очень толковые ребята. Вот, понимаете, это то, из-за чего стоит выбирать. Этих ребят замечают. Вот что однозначно происходит в университете, университет зажигает звезды. И когда видят, что студент старается, студент работает, его выводят в свет, ему дают, не знаю, первую, вторую, третью космические скорости. Третью нет, но первую 2. Да, вокруг Земли вращается. На самом деле, вот это здорово, это то, из-за чего стоит выбирать. Качественная подготовка. Качественной подготовкой можем похвастаться не только мы, могут похвастаться и другие университеты. Конкурентоспособность. Да, мы конкурентоспособны. Мы своих студентов обучаем, они дают хороший показатель качества знаний. Нет, всякое бывает. Бывают и не очень сильные студенты. Но это как в любом университете. Это жизнь. Но, тем не менее, у нас вот такая подготовка идет. И, вы знаете, опять по заказу, если говорить, по заказу Министерства образования, по заказу Республики Крым, мы знаем, что сейчас очень мало узких специалистов. Кафедра математики в этом году набирает новая специальность, да, учитель математики. С одной стороны, вроде как сложное направление подготовки, потому что на ЕГЭ профильная математика. С другой стороны, вы знаете, вот я в свое время пошла на физику. И я понимаю, что
это второе образование психологии, и дальше я уже развивалась и как физик, и как психолог. Но, вы знаете, мне это очень помогло структурировать и пространство вокруг себя, и свои мысли. Если человек знает математику, он уже знает очень многое, потому что все остальное ему дается гораздо проще. Ну, простите, включая филологию, потому что это действительно очень серьезный посыл. Быть структурным, быть логичным, уметь выстраивать причинно-следственные связи – это то, что дается математикам. Теперь очень интересные программы для узких специалистов будет предлагать Министерство образования Республики Крым. Поэтому вместе с инициативами, вот мы 28 числа собираемся на экспертный совет, в том числе представительство Крымского инженерно-педагогического университета, экспертный совет при Общественной палаты Республики Крым по поводу образования в Крыму. И мы будем тоже говорить о тех проблемах и о путях их решения для молодых специалистов. Мы открываем новую специальность, и мы говорим о том, что узкопрофильным специалистам однозначно нужно помогать. Знаете, это тоже очень здорово, потому что математики сегодня любимые, востребованные и очень нужные в Крыму. Я просто представляю, что каждый, кто сегодня придет, в этом учебном году придет поступать на математику, это человек будет на вес золота. И его будут хватать. В каждой школе, то есть проводя профориентационную работу, мы столкнулись с тем, что школы нуждаются в этих специалистах. То есть математиков очень мало. Да, и сейчас. в сельской местности, например, работает учитель 1 на 2-3 школы. То есть востребованность большое количество часов. Поэтому, соответственно, мы понимаем, что это необходимо нашей республике. И в городах нужны учителя, потому что в некоторых школах, допустим, учитель математики ведет 1,5-2 ставки. Это сложно. Материально, может, и неплохо, а в целом сложно. И когда мы говорим, мы будем готовить... Вот мы выступили, да, на семинаре, на совещании завучей, на совещании директоров в городе, в Симферопольском районе. Народ действительно с таким энтузиазмом воспринял идею о том, что мы будем готовить математиков. Уже звонки на кафедру, уже разговор о том, как бы направить и кого, как направить, при каких условиях. На самом деле это очень здорово. Это вот те направления подготовки. И еще у нас направление подготовки цифровая экономика и педобразование музыкальное. То есть, смотрите, мы говорим о цифровизации, и, в общем-то, это майские указы президента, и говорим о том, что есть такое направление подготовки, как цифровая экономика. Это интересно. То есть вот это мне интересно, я уже не учусь и вряд ли пойду на какое-нибудь из направлений подготовки, разве что в качестве доп. Образования. Но это интересное направление. Мы сегодня говорим о том, что бухгалтерский учет и аудит открывает тоже несколько дополнительных программ, допустим, по финансовому налогообложению, что тоже очень интересно. И мы Финансовый контроль, налоги и налогообложение. Да. Это на самом деле очень нужные специальности. На них уже по прошлому году был большой конкурс. И в этом году очень много спрашивают. Да, уже на подготовке, конечно, много ребят. Да, на подготовительном. И еще одно направление подготовки – это педагогическое музыкальное образование, поскольку на сегодня, оказывается, востребованы именно педагоги, учителя музыки. А нет их, никто не выпускает. Да, то есть это и детские сады, и школы. Что касается как раз подготовки абитуриентов, мы видим, что выбрать Крымский инженерно-педагогический университет причин предостаточно. Если все-таки абитуриент решился именно связать, скажем, свою профессиональную деятельность, свою профессиональную подготовку именно с этим вузом, есть ли у него возможность пройти какие-то подготовительные курсы и как ему это сделать? Да, значит, смотрите, на территории нашего университета есть структурное подразделение, это отделение довузовской подготовки, где в первую очередь, конечно, это главный фактор. У нас идет подготовка к сдаче ЕГЭ и подготовка к творческим испытаниям, которые проводятся на территории университета. То есть это немаловажно. И следующее, конечно, самый, можно сказать, второстепенный главный фактор, да, это адаптация. То есть ребята, занимаясь на наших подготовительных курсах, они уже привыкают к высшей школе, они уже знают, как себя вести, они учатся, как себя вести на семинарах, на практических, на лекционных занятиях. Потому что это, конечно, большая разница с обычной образовательной школой. Набор у нас сейчас ведется на 4-месячные курсы, которые начинаются с февраля месяца. И самые краткосрочные – это 3-месячные с марта месяца. Для того, чтобы записаться на эти подготовительные курсы, необходимо прийти к нам в университет или связаться, опять же, контакты все есть на нашем сайте.
подойти, заполнить заявление, и вы становитесь уже нашим слушателем подготовительных курсов. Еще, конечно, немаловажно, мы хотели бы объявить, потому что с сегодняшнего дня уже идет регистрация на нашем сайте. У нас 24 марта будет Олимпиада. Что она дает ребятам? Первостепенно, конечно, это попробовать свои силы перед сдачей ЕГЭ, насколько вы готовы. Потому что у вас еще остается период 2-3 месяца. То есть вы где-то увидите свои ошибки, что нужно еще дополнительно подзаниматься, подготовиться и так далее. Это первый фактор. Второй, мы даем дополнительные баллы. То есть, участвуя в Олимпиаде, опять же, на нашем сайте есть бальная система выстроена, какие дополнительные баллы, при каких условиях вы сможете получить. Эти дополнительные баллы приплюсовываются к рейтинговой оценочке во время вступительного экзамена. Что такое рейтинговая оценка? Это ваши 3 вступительных экзамена или 3 результата ЕГЭ, или 2 результата ЕГЭ плюс творческое испытание, и, соответственно, мы прибавляем индивидуальные достижения. Максимально сколько детки могут получить, это 10 баллов. Но 10 баллов, если мы посмотрим по рейтингам прошлых лет, то есть мы прекрасно понимаем, это 10-15 человек мы по рейтинговой системе сможем перепрыгнуть. Это немаловажно. Поэтому мы с удовольствием всех ждем, чтобы регистрировались на нашем сайте и приходили, конечно, поучаствовать в Олимпиаде. И в любом случае, да, это очень большой опыт и по подготовительным курсам, да? Это тоже очень большой опыт для абитуриентов. Руджа, расскажите, есть ли в 2019 году какие-то изменения при поступлении и где абитуриенты могут ознакомиться с условиями поступления? Да, конечно, изменения есть, потому что 2019 год – это уже тот год, когда выпускники школ Республики Крым не имеют права выбирать ЕГЭ, приносить результаты, либо сдавать экзамены внутривузовские. Сейчас выпускники школ 2019 года имеют право только предоставлять и поступать по результатам ЕГЭ. Только по результатам ЕГЭ. Уже все. Внутренний экзамен? Да. Внутренний, не, сейчас это... Но результаты ЕГЭ есть те, которые сдавали в прошлых годах. Вот в течение 5 лет можно приносить результаты ЕГЭ. То есть это результат и за 2015, 16, 17, 18, 19 год, они учитываются. Кто поступает по внутренним экзаменам? Это выпускники колледжей, то есть средних специальных и профессиональных учебных заведений, училищ, как говорится, инвалиды и иностранцы. Вот они имеют право поступать по внутренним экзаменам. Вот, остальные только по результатам. Можно я добавлю? Есть еще так называемые творческие испытания, когда 2 экзамена – это результаты ЕГЭ, допустим, филологические направления подготовки, искусствоведение, у нас декоративно-прикладное творчество, искусствоведение, музыкальное искусство. Да, и как раз мы хотели бы обратить внимание, что на филологии ребятам, в отличие от других вузов, не нужно сдавать ЕГЭ, например, по английскому языку, да, то есть они смогут это увидеть на нашем сайте, где выложена вся информация. Они сдают творческое испытание, это английский язык, то есть на зарубежную филологию, и там, где у нас крымско-татарским, то есть у нас сдвоенность филологии, дают творческое испытание крымско-татарский язык на территории университета. Опять же, программка выложена на сайте, как подготовиться. И, опять же, комплектуются группы на подготовительных курсах, где смогут ребята подготовиться именно к этому творческому испытанию, которое проводит университет самостоятельно. Если подытожить, то сейчас очень много бонусов может быть у абитуриентов. Подготовительные курсы, которые дают определенное количество баллов при поступлении. Олимпиада 24 марта, которая пройдет 24 марта, у нас идет электронная регистрация сейчас на сайте университета на эту Олимпиаду, и там же направление подготовки. До 10 баллов можно получить. Вот в прошлом году очень успешно прошла, и абитуриенты довольны. Все-таки 10 баллов плюс, это так выручает, когда идет каждый конкурс. балл на вес золота. Там каждый балл, вы не поверите, сотые. Потому что у нас очень прозрачная система на сайте рейтинговая, и мы не можем сказать, вот ты лучше, ты хуже. Все по баллам, там подсчет ведется не нами. Каждый абитуриент во время сдачи экзаменов, как только он сдал документы, буквально в течение нескольких секунд он сможет себя увидеть на сайте. То есть у нас все это прозрачно. И, студенты все видят, мы и родители, и студенты, у нас, кстати, даже проблем с этим нет, никто не жалуется, меня взяли, меня не взяли, потому что все это видно. Все сразу официально, все открыто. То есть
есть вот это то, что мы имеем. И на сегодня интересный момент с целевыми направлениями. Вот буквально несколько секунд. Все дело в том, что я сейчас хочу обратиться не только к абитуриентам, а больше даже к их родителям. Потому что вот то, что я говорю, и конкурсы действительно очень большие. Конкурсы, кстати, в этом году больше абитуриентов будет в Крыму, потому что выпускников больше. И вот здесь ситуация какая? Если я хочу помочь своему ребенку, что я делаю? И что сейчас делают во всех вузах России, когда понимают, что вот такой конкурс? Кстати говоря, в Крыму больше бюджетных мест, чем во всем Южном федеральном округе. Ну, не исключая Крым. Так вот, ситуация какая? Я говорю, я хочу, чтобы мой ребенок, прихожу к директору школы и говорю, вернется он к вам, там, учителем математики, если это в школе, давайте сделаем ему целевое направление. Если раньше нужно было заключать договор между вузом и школой, вузом и родителем такой тройной, то теперь только родители и заказчик. Вот нужно да. Или я хочу, чтобы мой ребенок вернулся на предприятие. Я не знаю этого предприятия, но я прихожу и говорю, я хочу, чтобы возьмите моего ребенка как на целевую подготовку. То есть они, родители и заказчик заключают договор, а к нам они уже приходят с этим целевым договором. Министерство Российской Федерации, потом наше министерство говорит, сколько человек мы можем принять по целевому направлению и на какие направления будет квота. И мы говорим, тогда конкурс будет, допустим, ну, хочет ребенок на инженерию, на прикладную информатику, на психологию. У него конкурс будет уже не 20-30 человек на место, а вот столько человек, сколько, допустим, 5 целевых мест разрешило министерство, это квота. А подали 10, это уже 20 человека на место. Ну, согласитесь, 2 и 20 это... Разница большая, конечно. Вот в этом году, кстати, вот мы все время сотрудничаем с Артеком, нам целевые, Да, мы курируем работу. Вот. Артек очень И большой. бакалавриат, и магистратура. А что касается аттестата с отличием, дает ли он какой-то приоритет при поступлении? Аттестат с отличием дает 10 баллов. А если вы закончили среднее профессиональное учреждение, то дается вам 5 баллов, если у вас аттестат или диплом с отличием. Опять же, золотой значок ГТУ дает дополнительные баллы. Затем же, опять же, на нашем сайте в правилах приема смогут увидеть, что индивидуальные достижения – это победители, призеры муниципальных, региональных олимпиад. Ну, опять, конечно же, мы повторим, это участники, победители и призеры олимпиад, проводимых КИПУ. То есть тоже у вас есть возможность получить свое максимальное 10 баллов за индивидуальные Вот достижения. 24 марта. Да, да. И, знаете, я бы еще, наверное, добавила, мы, наверное, единственный вуз Крыма, который очень переживает о трудоустройстве своих выпускников. Вот у нас процент трудоустройства 90%. Те 10%, которые как бы не трудоустроены, это девушки, которые в декрете. Или кого в армию забрали. Или в армию, ребят. да. Вот То эти есть 10%. Остальные ребята трудоустроены. Причем трудоустроены, я не говорю сейчас о телерадиокомпании «Милет», где 70% наших выпускников, да. То есть речь сейчас, да, включая директора телерадиокомпании Уже «Милет». закончил, да. Но на самом деле здесь ситуация другая. Мы во всех сферах и во всех эшелонах, наверное, власти наши выпускники, и во всех сферах экономики наши выпускники. Педагогики, это очень Да, вообще то есть мы, в принципе, везде. Ребята устраиваются по направлению подготовки. В частном секторе очень много наших ребят. То есть трудоустройство действительно очень нормально. И мы переживаем о трудоустройстве. Вот совет работодателей, куда вошли директора крупных предприятий, начальники управлений образования, представители министерств профильных. Вот на самом деле для нас это очень значимо. Мы создали этот совет работодателей именно потому, что мы переживаем, где будут работать наши ребята. И сегодня, честно, университет не всегда успевает удовлетворять запросы Крыма, не потому что у нас просто уже не хватает людей. Вот даже тех ребят, которые к нам приходят, их не всегда хватает, потому что вот нужны бухгалтера и аудиторы. Мы столько не можем дать, сколько нужно Крыму. Мы стараемся. Мы очень стараемся. Нужны психологи, особенно вот после всех трагедий, которые произошли. Олигофренопедагоги, да. Нужны учителя начальных классов. К нам уже обращаются, говорят, дайте учителей биологии, учителей химии, дайте учителей физики. Я говорю, у нас нет, мы не выпускаем. Ну так выпускайте. Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Спасибо за полезную информацию. И я думаю, что, посмотрев эфир, увеличилось количество уже тех учеников, тех абитуриентов, которые уже определились
с выбора будущей профессии и университета, в котором они будут получать образование. Часа у нас, хорошего дня вам, и ждем у нас в студии с новой информацией. И с новыми хорошими новостями. Çok sağ olun. Достар, біз яйнымызны девам етеміз. Бізім невбетекі қысымымыз енді азыр, келіні соны бері-берлікте сейретейік, соңрай секене де бұл студияда субъетімізні девам етeceğimiz.